В селе Кангаз по улице Ленина были потоплены 15 жилых домов. Дворы и подвалы домовладений на промежутке от улицы Чапаева до Свердлова по главной трассе села во время сильного дождя пострадали от потока ливневых дождей. Вода на трассу улицы Ленина стекается от микрорайона БАМ из дороги во дворы людей. С проблемой двухлетней давности в общественный канал ГРТ обратилась жительница Кангаза Анна Статова. Когда я увидела в обед, сегодня шел дождь, и в обед, когда я видела, что топит у нас весь двор, и дом, и подвал наполнился водой, я, конечно, начала уже выходить, звать всех, кого можно, звонить знакомым, насосы искать, помпы, машины, чтобы выкачивать воду. У нас затопило вот все растения, весь дом, и вот подвал полный водой. Строительство дороги началось более 2 лет назад. С тех пор в селе и затапливается участок дороги по улице Ленина. Сегодня вода дошла 2 метра до гаража. Это была катастрофа. Я не могла выйти ни с калитки, ни отсюда. По тротуару нельзя выйти, где людям проходить было. Со школы выходили дети, и все люди ходили вот здесь по трассе. А это международная трасса, большегрузные машины. Если жалко, что раньше вы не приехали, вы бы видели эту ситуацию на самом деле. Как дети, люди ходили по трассе в воде, а машины останавливались. И чтобы вода не заходила, мы заградили вот. И сейчас там вода стоит, отсюда, видите, еще стекается. Неужели эту ливневку нельзя сделать, чтобы наконец-то эту проблему решить нам? На выкачке воды только с владений Анны Статовой работали 3 насосные станции. До этого деревянного забора. Вся площадка была полная. И это уже 3-й год. Надо было проект, наверное, сделать правильный. Это проект, они же подняли дорогу на сантиметров 30 выше, чем все дворы. Это же надо было учесть, что дворы остаются ниже. Люди сейчас что, должны поднять свои дома выше или как? Надо было спускаться вниз, а не подниматься вверх. И там целый наверху микрорайон. Вот они всю воду спустили сюда. Вместо того, чтобы сделать мостик там на перекрестке, они спустили воду сюда. Ну, сделают они эти лотки, и что? Это же не решение вопроса. Эти же лотки заполнятся грязью оттуда сверху. Там же не асфальтировано целый этот микрорайон. Неправильно спроектировали. Они объяснили, что неправильный проект сделали. Приехали архитекторы, по-новому сказали, что мы сделаем новый проект. Подняли дорогу, я не специалист. Они обещали нам сделать кювет здесь. Кювет бетонный. Вода, которая с наших дворов, будет уходить в кювет. И по соседней опять улице стечется в реку Ялпуг. От подтопления пострадали и подвальные помещения домовладений жителей. Вот она была вот отсюда. А в прошлый раз вон наверху. Вон даже видно. 3-й год подряд обещания установить водоотводные каналы остаются на словах. Я постоянно трачу кучу денег на людей, на топливо, на машины. С надеждой, что понимаю, что завтра будут. И никто меня не услышал. И сегодня у меня уже взорвалось. Я уже прошу, все власти прошу, помогите с этой проблемой справиться. Здесь предприятия, здесь люди работают, здесь наши дома. Как нам жить дальше? И как нам дальше вообще, кому обратиться, кто нам поможет? Примар населенного пункта отметил, что строительство трассы привело к затоплению и на других участках улицы Ленина, и данная проблема становится все масштабнее. Фирма-подрядчик не принимает вообще наши замечания, ссылаясь на то, что у них есть проект, они работают строго по проекту. Проектирование производилось лет 10 назад. За 10 лет произошли какие-то изменения. Должны были актуализировать этот проект. Этот проект не актуализирован. Примар неоднократно обращался к подрядной организации и встречался с представителями власти. Был министр транспорта, были начальники управления строительства и инфраструктуры Гагаузии. Были определены задачи, какие. Подрядчик обещал, что к Дню независимости Молдовы 27 августа закончить все работы. Изменения, которые надо было вносить в проект, госпожа Башкан обещала, что они имеют штрафные санкции. В счет вот этих штрафных санкций будут постараться найти какой-то компромисс. По словам Анны Статовой, с данной проблемой она обращалась к примару в службу МЧС, к Башкану, управление строительства и инфраструктуры. У меня душа болит. Я хочу, чтобы помогли, чтобы не на словах после этого репортажа, чтобы не оставалось на словах этот вопрос. Пока власти обещают содействие, жители микрорайона вынуждены после каждых проливных дождей откачивать воду из домовладений. Промедление в решении данного вопроса приводит к разрушению их домов. Весь двор и подвал был наполнен водой. Качаю воду насосом, ставлю шланги, вывожу на улицу.
Su gele tahe oran te. Postu içke tahe ora. Вода стекается сверху и доходит до середины трассы. Когда машины проезжают, брызгают ее в наши дворы. С тротуара тоже вода пластом стекает во двор. Воду со двора вручную вытаскивали, около 100 ведер. Как начали строить новую дорогу, у нас фундамент отсырел. Сырость пошла и внутри дома. Обои отклеиваются. За комментарием по данной проблеме мы обратились к Башкану Ирине Влах. И мы договорились с министром дорог, с господином Киренчуком, и договорились с заказчиками о том, что проект будет пересмотрен. Это соглашение у нас было 3 недели назад. Вот. После того, как все эти события нехорошие произошли, значит, я уже подготовила документы к руководству банка ЕБР, кто финансирует это, и, соответственно, к министерству о том, чтобы ущерб, который был нанесен вчера этим домам, он был возмещен. Это первое. Соответственно, мы сейчас тоже на чрезвычайной комиссии рассмотрим этот вопрос и уже по результатам проинформируем. Я думаю, что сегодня-завтра выйдет туда комиссия, уже посмотрим, каков нанесен ущерб, и уже исходя из размеров ущерба будем определяться.